свијашченаја сила в том. Как мај вибиремити по етому миру, она не толков достиченијак, которие мај дерджим, новти кој мошчи знанија. Кто мај ест тој сущности, стол јаростној, то она визивет уважение, не требуја его. Тајствоват так, будто ви лучши, будто никто не стоит више вас, значит зајавит обе тој силе. Ето акт смелости, зајавление, што ваш дух отказивеција бит приниженим или скритим. Ето невисокомери, а почитање божественого света внутри вас. Света, котори миру нужно видет јарким и устојкивим. Сегодня давајте виступим вету правду и будем нести себја как великолепни существа, котори ми мај призвани бит. Олицетворијат велике знакит вступит во полноту того. Кто ви ест? Без колебањи или извинени. Ето не просто знат своју ценност шјопотом. Ви тишине. Ето носит своју ценност как доспеки. Как одежду? Идеално скроенују по вашей фигуре. Когда ви олицетвориете величие, ви несиоте себија с достоинством того. Кто признајот свијашчени огон, пилајушчи внутри огон, котори не может погасит никакаја бурја. Ето во плошчење требует. Што би ви стојали прямо перед лицом невзгод, с расправленими плеками и подњатим подбородком. Как будто тјаđест мира не болечем лјокки ветерок, сколзјашчи мимо. Ето ознахајт проходит свој днистикој увереностју, котора ја не ишчет потврđдења у другик. Но знет своју правду глубоко и необратимо. Олицетворијат велике знакит позволит вашему присутствију говорит громче ваших слов, што би ваши действија отраđали силу вашего духа. Ето бестрашно е зајавление, што ви достаточни такими, как е ви ест. И што ви занимаете место во том мире, которое никто другој не может заполнит. С каждым шагом, с каждым вдохом ви живое свидетелство сили вери во себја. Отказивајушчи се ашимација или приглушат свој свет, што би освободит место для чуđого дискомфорта. Ето во плошчење требует стојкости, рождјоној не из високомерја, а из скромного признања, што ваш пут, ваши трудности и ваши триумфи сформировали душу, предназначенују для подиома. Олицетворијат величе значит бит мајаком, стоиким и непреклоним ви мире, котори часто питајќас делат вас маленким. Ето ежедневни акт полного присутствија, смучество миграцији, знаја, што ви несете в себе саму сущност блеска. Отказ од сравненија знахит освободит себја од тјажиолик цепи, которие привјазивајут ваш дух к мимолиотним тењам чузих достижени. Ето понимание, што ваш пут уникален, вирезани за собој почви ваших опитов, ваших мектани, ваших испитани и ваших триумфов. Когда ви отказивете од сравненија, ви больше не измериете своју ценност стандартами чуđого пути и не позволиете ик успехам бросат тен сомненија на ваш собствени свет. Ибо сравнение ето вороно крадиот радост. Подривет увереност и порождет беспокојно е недоволство, которое држит душу голодној и неуспокоеној. Отоити од етои ловушки значит принјат правду, што нет двук одинаково горјашчик огнеј, двук одинаково појушчик голосов, двук схизнеј, следујушчик зеркалному отраженију од много и того се дизајна. Отказ од сравненија ознахет култивироват глубоко е и нежно е уважение к своји собственној истории. Даđe если она непокоđана истории, прославлjem je миром. Ето признание, што ваше времја, ваши трудности и ваши победи несут смисл, котори полностју ваш, неуменшени и неувеличени повествувањами, разворачивајушчи мисија где то ешкио. Когда ви перестајоте сравниват, ви прекрашчете гњација за илюзијами совршенства, увиденними ви другик, и вместо ето го обрашчетес внутр, што би взрастит сироe и подлинуе величие внутри. Ето такт отказа смелаја и освобождајушќаја позиција против шиопота зависти и неуверености, которие питајуцја убедит вас, што ви мене чем достаточно, вместо ето го он приглашајт вас држат своју душу в благоговени, штит работу, проделанују вами,
чтобы достичь того, где ви есть, и доверят, что ваш собственный свет достаточен. Ярок и необходим, вити кои си ле отказа од сравненија ви находите убежишće, где ваша ценност не подлежит обсуждению, где ваши мекти действителни, и где ваша сущност ценица просто по тому, што она ваша. Ето начало мира с самим собой, освобождение од бремени, непредназначено годлија ваши спини и откритие двери ка глубокому самопринятию. Когда ви отвергаете привычку мериться с другими, ви возвращате себе фокус, радост и цел. И ви приглашате мир видеть вас не как тен рядом с другими, а как пылающий свет во вашем собственном великолепном праве. Говорите силой значит позволит вашему голосу нести вес вашей правды и глубину вашей убежденности. Это не просто громкост ваших слов, а ясность и намерение за ними, которые привлекают внимание. Когда ви говорите с силой, ви твёрдо стоите во своей собственной власти, зная, что ваш голос не крупкая вещь, которую нужно скрывать или заглушать, а сила, способная формировать реальности и вдохновлять на перемени. Эта сила исходит из места самосознания и уверенности, из интимного знания, кто ви говорите, имеет значение не только для вас, но и для тех, кто слушает. Каждое слово становится заявлением, кирпичом, тщательно уложенным во фундамент вашего наследия. Говорит с силой и требует смелости, ибо это означает высказывать свои убеждения, даже если они непопулярны, делиться своими мечтами, несмотря на страх осуждения, и выражать свои потребности без извинений. Это требует сбросить оковы сомнений и колебаний, подняться над шумом неуверенности и заявить о своем праве быть услышанным. Сила в вашей речи укоренена в подлинности – это резонанс сердца, прошедшего через испытания и триумфы, разума, отохенного опытом, и духа, не желающего молчать. Когда вы говорите с такой силой, ваши слова становятся больше, чем звуки они становятся маяком для других, ищущих сили и руководства в своих собственных жизнях. Боли того, говорите силой это акт уважения к себе и к тем, кто слушает. Это значит выбирать слова, которые поднимают и строят, а не разрушают, которые проясняют, а не запутывают, которые зажигают, а не гасят. Это священная ответственность мудро использовать свой голос, зная, что он может создавать волны далеко за пределами вашего непосредственного присутствия. Сила вашей речи может разрывать цепи, открывать двери и освещать пути, раны скрытие. Говорить силой значит признавать глубокое влияние языка и принимать роль рассказчика истории тех, кто вас слышит. Ви каждом слоге, произнесенном с намерением, ви подтверждаете свое существование и заявляете о своем месте в мире смело, непреклонно и безапелляционно мощно. Держать голову высоко значит нести себя с достоинством, которое бросает вызов обстоятельствам и превосходит трудности. Это внешне проявление внутренней силы, видимый символ того, что, несмотря на бури, которые вы пережили, вы остаетесь непокоренным и несломленным. Когда вы поднимаете подбородок, вы посылаете молчаливое послание миру и себе, кто отказываетесь быть приниженным испытаниями или осуждением других. Это осанка не просто физическая. Это эмблема стойкости, заявление, что ваш дух цель и ваша ценность неоспорима. Держать голову высоко означает стоять прямо. Даже когда тяжесть мира тяжело давит на ваши плечи. Выбирать грацию в моменте, когда отчаяние угрожает вас поглотить. Это также принятие своей истории во всей ее полноте со всеми шрамами, уроками и победами и хождение по жизни с яростной гордостью за то, кем вы становитесь. Это акт бунта против голосов, которые говорят вам шаться, спрятаться или чувствовать себя меньше. Вместо этого вы поднимаетесь, воплощая смелость встречать каждый день полностью и смело.
Сталкиваcja с любими визовами, не отступая и не отворакиваясь. Эта позиция вызывает чувство расширения возможностей, которое выходит за рамки поверхностной уверенности. Она укоренена в глубоком самоприятии, которое сет в каждом жесте, каждом шаге, каждом взгляде. Когда ви држите голову високо, ви безапелационно зајавljujete о својом месте во мире. Отказиваясь позволят страху или сомнениям определијат вашу исторiju. Боли того. Држат голову високо значит вдохновлијат других без единого слова. Ето мајак надежди для тек, кто бореча за поиск собственої сили. Тихо е, но мощно е напоминание, кто достоинство всегда в пределах досягаемости, независимо от трудностей пути. Эта осанка становится источником внутреннего мира и стойкости, способом устоять перед неопределенностью и идти вперед с целью и ясностью. Держат голову високо – это практика любви к себе, непревзойденная вера в собственный потенциал. Постоянный выбор подниматься над негативом, штит свою ценность и встречать мир с грацией и непревзойденной гордостью. Заявить о своем месте значит утвердить свое законное присутствие в мире, который часто пытается уменьшить и заставить замолчать голоса, осмеливающиеся подняться. Это больше, чем просто занятие физического пространства, это смелое заявление, что вы заслуживаете быть увиденным, услышанным и признанным точно таким, какой вы есть. Заявить о своем месте означает отказываться отступать или уменьшать себя. Чтобы приспособиться к дискомфорту других, это воплощение самоуважения и яростное понимание, что ваше существование ценно, ваши вклады значимы, а ваши мечты достойны стремления. Когда вы заявляете о своем месте, вы отвергнете невидимость и тонкие давления, которые говорят вам слиться с фоном или бесконечно ждать своей очереди. Вместо этого вы стоите полностью и безапелляционно, зная, что ваше присутствие обогащает окружающий мир. Это так требует смелости, потому что часто приходится прорываться через барьеры как внешние, так и внутренние, которые стремятся вас ограничить. Это означает заставить замолчать внутренних критиков, шепчущих, что вы недостаточны или что ваши амбиции слишком велики. Это возвращение власти от сил, которые уменьшали бы ваш свет или ставили под сомнение вашу легитимность. Когда вы заявляете о своем месте, вы приглашаете других признавать вашу ценность и взаимодействовать с полнотой того, кто вы есть. Это приглашение чтит ваши границы, выражает ваши потребности и жить подлинно, не боясь осуждения или отвержения. Это заявление о присутствии становится трансформирующим актом самоуполномочия, открывающим двери, которые когда-то были закрыты, и создающим место, где ваш голос и видение могут процветать. Заявить о своем месте это также глубокий жест принадлежности, не только к физическим пространствам, которые вы занимаете, но и к большему гобелену жизни. Это признание, что ваша перспектива, ваша история и ваша энергия неотемлемлены, воплетённые в коллективный человеческий опыт. Заявить о своем месте значит заявить о своем наследии, своей идентичности и своем будущем. Это непрерывная практика присутствия для себя во всех сферах личной, профессиональной, духовной и отказа принимать что-либо меньше, чем достоинство и уважение, которых вы заслуживаете. Поступая так, вы вдохновляете других делать то же самое, создавая волны смелости и расширения возможностей, которые простираются далеко за пределы вашей собственной жизни. Заявить о своем месте значит выступить в полноту своей силы и жить смело, зная, что у вас есть место здесь, и это место незаменимо. Доверять своему пути значит принять развитие своей жизни с широко открытым сердцем, даже когда дорога впереди окутана неопределенностью, а шаги кажутся неуверенными. Это священный акт сдачи не пассивности, а глубокой мудрости.
Хто повороти и изгиби схизни не случајне, а сплетени с целју, викодјашче и за предели вашего немедленого понимања. Доверјат своему пути ознахајет верит. Хто кажди опит буд он радостним или болезненним, триумфалним или вызывајущим ја влијеча необходимој нитју в гобелене вашего роста и становлення. Ето знање во самој глубине вашеј души. Хто даđe когда дорога каđеća крутой и ночи становјаća длинними. Внутри вас е направлjaјущая сила, тики компас, указивајущи на ваше виши благо и глубочешују правду. Ето доверие требуе терпења и смелости. Ибо оно просит вас отпустит потребност ви в контроле и стремление спешит ки сходам. Которие каđуција зеланими или безопасними. Оно приглашет вас вместо етого идти с устојчивим шагом. С глазами, устремљеними во период, но серцем спокојним, увереним, кто уроки, которые вам нужны, придут ви својо време и возможности, предназначени для вас, раскројуча, когда ви будете готови их принјат. Доверјат своему пути ето таксе акт прощенија себја изхизни, когда происходјат обезди или прогрес каđеća медленним. Ето мјакое напоминање, кто неудачи не провали, а приглашенија остановиција, поразмишлијат и перекалибровација. Доверјат своему пути значи држат пространство для неизвестного с грацијеј и стоикостју. Встречат кажди момент таким, како и онест, знаја, што ваш пут уникално скроен для еволюција вашеј души. Доверјаја своему пути. Ви култивируете глубокое чувство соответствија меѓу вашеј внутрени мудростју и внешними действијами. Ви учите внимателно прислушивација к тонким шепотам вашеј интуиција и чтит ритми вашего собственного раскритија, а не сравниват себја с темпом или прогресом других. Ето доверие становиција источником мира среди хаоса, крепостју надежди. Когда мир каđеća неопределеним, оно укоренет вас во вере, которая превосходит обстојателства, напоминаја, што ви не одиноки и што ваш пут, со всеми его сложностјами, именното место, где ви должни бит. Доверјат своему пути значит зајавит о своји истории с достоинством и грацијеј. Двигација во период с непревзоидјоној верој, што кажди шаг приближет вас к полноте вашеј судби и реализација вашего истинного бела. Праздноват своји победи значит хтит свјашчење моменти триумфа, которые отмехајут долги и часто трудни пут становленија. Ето акт почитања побед, больших и малих, которые потврđајут вашу силу, стојкост и непревзоидјонују приврđеност вашему пути. Праздновање ваших побед ознахет остановиција, што би признат плоди вашего труда. Достигнутие веки изделани прогрес, независимо од того, насколко незначителними они могут казаća во општеј картине. Ето сознателни ви бордат себе разрешение чувствуват гордост и радост за своји достиженија. Отказиваја с отмакивација од никили применшат ик во имја скромности или стремленија к ешчио большим целијам. Празнуја свој победи, ви признајоте, што кажди шаг во период ето звјашчено е свидетелство вашего мужества и настојчивости. Ето празднување больше, чем мимолетни момент радости. Ето мощни ритуал, который питает ваш дух и подпитивает вашу мотивацију, оно становиција истокником воодушевление, напоминаја вам о вашеј способности преодолеват препятствија и поднимација после каждого падења. Когда ви находите време, што би понастојашхему празноват, ви создајоте пространство для процветања благодарности и љуби к себе. Разриваја цикл постојаного стремлення и самокритики, который так часто затењет амбиции. Празднување ваших побед ознахает принјатие полноти вашего пути борби нарјаду с успехами и признање. Хто оба аспекта необходими для богатства вашего роста? Ето утврждење. Хто ваши усилија имејут значење? Хто ваши мехти действителни? И што ви достојни чтит свој собствени прогрес. Ви акте празнувања ви такзе посилете миру сообщение. Што ви глубоко цените себија и свој пут.
Ето признани достижения становится маяком. Вдохновляющим других признавать свои собственные победы и культивировать культуру поощрения и поддержки. Оно превращает ваши победы из изолированных моментов в коллективные утверждения человеческого потенциала и стойкости. Праздновать свои победы значит вплетать радость и благодарность в ткань вашей повседневной жизни, позволяя этим моментам не только подпитывать вашу благодарность, но и принимать каждый шаг с благоговением, гордостью и открытым сердцем. Отбросить сомнения во себе значит подняться над шепчущими тенями, которые стремятся омрачить ваш разум и приглушить ваш свет. Это сознательный акт смелости и яростный отказ развлекать голоса, которые ставят под сомнение вашу ценность, ваши способности и ваше право заявить о своем месте в этом мире. Сомнения во себе часто приходят под видом осторожности, завернутые в язык разума и смирения. Но в своей основе они вори мектани и саботажники потенциала. Отбросить их значит признать, что эти сомнения не истины, а страхи, призраки, вызваны неуверенностью и прошлыми ранами, пытающиеся удержать вас от полного выступления во вашу силу. Это понимание, что ваш дух сильный любого мимолетного чувства неадекватности, что ваше сердце храбри голосов, которые говорят вам обратное. Это отбрасывание не исходит из высокомерия или отрицания, а из глубокой, непревзойденной веры в вашу внутреннюю ценность и вашу способность расти за пределами ограничений. Это акт любви к себе и яростной верности своему собственному пути. Отбросить сомнения в себе значит бросить вызов внутренним нарративам, которые держат вас маленьким, переписать сценарий, который говорит «да» или «не готов». Это требует терпения и настойчивости, потому что эти сомнения могут быть упрямыми, возвращаясь как эхо из далекого прошлого. Но с каждым моментом, когда вы выберете веру вместо страха, с каждым вдохом, укорененным во вашей правде, а не во вашей неуверенности, вы ослабляете хватку, которую сомнения держат над вашей душой. Они становятся менее ревом и более слабым шепотом, неспособным заглушить устойчивый ритм вашей уверенности. Отбрасывая сомнения во себе, вы возвращаете себе свой разум и свою историю. Вы создаете пространство для подъема вашего подлинного голоса и для того, чтобы ваши мечты пустили корни и расцвели. Этот акт превращает ваш внутренний ландшафт из поля битвы колебаний в убежище ясности и решимости. Он дает вам возможность рисковать, спотыкаться и подниматься, учиться и расти, не будучи парализованным страхом неудачи или осуждения. Отбросить сомнения в себе значит вступить в полноту того, кто вы есть со всеми недостатками, сильными сторонами и всем прочим с грацией и непревзойденной решимостью. Это заявление, что вы больше не позволите теням неуверенности диктовать курс вашей жизни, но вы вместо этого будете смело идти в свете своего собственного становления. Вдохновлять через присутствие значит воплощать тихую силу, которая говорит громче слов, магнетическую силу, которая без усилий или притворства притягивает других к теплу вашего бытия. Это искусство просто быть полностью укорененным, глубоко внимательным и непревзойденно подлинным, кто излучает силу и спокойствие, которые другие инстинктивно признают и к которым тянутся. Такое вдохновение не создается через грандиозные жесты или громкие заявления, а через устойчивое, непревзойденное присутствие души, которая познала себя и принимает свою правду с грацией. Когда вы вдохновляете через присутствие, вы становитесь живым свидетельством возможности мира среди хаоса, уверенности среди неопределенности и любви среди борьбы. Ваше присутствие несет в себе историю выживания и триумфа. Молчаливый нарратив, воплеченный в то, как вы держите себя, в спокойствие ваших глаз, в устойчивость вашего голоса. Оно говорит другим, что, независимо от того, какие бури бушуют вокруг них,
Можно стојат укоренёним и безстрашним, пстрехат визови схизни, не терјаја своего центра. Видокно влијат через присутствие значит показиват, а не расказиват, што сила ето не о контроле или доминировани, а о прињати ујазвимости с муџеством и достоинством. Ето приглашет други к најти свој собствени центр, доверјат своему пути и прицнат силу, котораја лежит во ик неподвижности. Ето вдохновение движеться тико, но глубоко. Саđаја семена надежди и стоикости в серцактек. Кто е го видит? Боли того. Видокновлијат, через присутствие ознахает култивироват глубокую емпатiju и подлинују свјаз не просто бит физикески присутствујущим, но бит емоционално и духовно доступним. Ето ознахает слушат с намерением, отвечат с добротой и предлагат својо полное внимание без одвлечени или осужденија. Такое присутствие штит человечност в других и побуждат их видет себја через призму возможностей и ценности. Оно создајот пространство, где други чувствујут себја увиденними, услишаними и ценними ретки дарви мире, котори часто спешит мимо без паузе. Через ваше присутствие ви становите с мајаком света и устојчивости, напоминаја другим, што они тоже могут нести себја с достоинством и грације, независимо од того, какую ношу они несут. Ето тикаја революција, мощнаја сила, котораја трансформирует не шере громкост, а шере глубину и искреност. Зид безапелијационно знахит зајавит о својом существувани с јаростним и непреклоним објатием. Отказиваја с шимација или уменшат себја, што би вписација во форми. Создание другими. Ето смело е зајавление, што ваш голос, ваши мекти, ваши желанија и ваша правда достојни бит услишаними и почитаемими без колебањи, без оправдањи, без необходимости искат чијо-либо разрешение. Цит безапелјационно ознакет збросит тјаđиоли плашче обштественик озидани и страхов, которие вас свјазивајут, и вступит во полни блеск того, кем ви призвани бит. Етот способ зизни требует огромно и смелости, ибо он требует, што би ви твјордо стојали в своји подлиности, дазе когда мир может сопротивлјаća или отвергат вас. Ето ежедневнаја приврџеност штенју ваших ценностей и виборов. Даже если они непопулярни или непоњати. Цит безапелијационно значит признат, што ваш пут не будет ли огим, што ви можете столкнуться с критикој, сомненијами или изолјацијеј, но всё равно ви поднимаетес, стојке и непревсоидионје. Ето интимни танец с ујазвимостју, где ви принимаете несовершенства и противорекја внутри себја без стида. Ви не извинјаетес за своји страсти, своји амбици или своју потребност исцелијаќа и расти. Во место ето го ви владите каждо игрању своего битија как свијашченој частју вашего пути. Зид безапелијационно трансформирует ваши отношенија с самим собој и с миром. Ето приглашет ко освобожденију од цепе сомнени во себе и внешнего потврдења. Предлагаја во место етого глубоки и устојчиви покои, котори приходит од жизни в соответствие с правдой вашей души. Ето мајак для других, живој праймер, котори вдохновлиет окружајущих сбросит своји собствени маски и жит смело и честно. Етот образ жизни создајот волновој ефект, расширяја возможности суобществ, изменяја културни наративи и бросаја визов старим парадигмам, которие слишком долго застављали многих молчат.